Привет. Сегодня мы погружаемся, так сказать, в гущу событий Центральной Азии XVIII века. В центре нашего внимания Кубат-би. Фигура, надо сказать, очень интересная. Его еще называли Куват-Мырза, Бахадур-би. У нас есть выдержки из энциклопедической статьи, и мы попробуем разобраться, кем он был, ну и какую роль играл в то бурное время. Здравствуйте. Да, личность незаурядная, кыргызский государственный деятель, великий бий, это, как бы судья и вождь племени, очень влиятельный, полководец, правитель Кашгара какое-то время, и даже мюрит, то есть последователь суфийского учения Накшбандия. Годы жизни примерно 1690 и 1761. Уже вот это перечисление, оно интригует, правда? Безусловно. Ну, давайте с самого начала, с фона. Его отец, как я понимаю, возглавлял кыргызское поселение в Андижане. Да, было такое. Но его уничтожили джунгары. Вот эта вражда с джунгарами, она, собственно, и стала одним из первых таких, триггеров его военной карьеры. Он ведь прославился именно в боях против них. В союзе с Каканским ханством тогда выступал. А, вот оно что. Этот союз с каканским правителем Абд-ал-Каримом, он был успешным? Вполне. Им удалось вытеснить джунгары с Ферганы, что было, конечно, большим достижением. Но, как это часто бывает, союзы в ту эпоху были непрочными. При следующем правителе Коканда Эрденебие отношения испортились. Там был спор из-за города Ора-Табе. Понятно. То есть постоянная смена альянсов, конфликты. Типичная картина для того времени. Абсолютно. Динамика была бешеная. Но, наверное, самый интересный эпизод — это его деятельность в Кашгарии. Вот там все закрутилось, да? Да, Кашкарея — это ключевой момент. В 1754 году там начинается восстание. Юсуф Ходжа поднял его против джунгарских ставленников. И он, Юсуф Ходжа, стал искать союзников, отправил письма кыргызам и Кубат-бию в том числе. Письма сохранились. Представляете, да. Есть даже отрывок письма Кубат-бию, очень показательный текст. Юсуф Ходжа там взывает к общей вере, к предкам Кубат-бию, упоминает некоего Галиджи-бия и, главное, призывает к газавату. То есть к священной войне против неверных, как он их называл. И вот что интересно. В этом письме Кубат-бию уже называют Бахадур-би, то есть богатый, храбрец. Его репутация уже тогда была на высоте. И Кубат-би откликнулся? Откликнулся, но прибыл в Кашгар только в 1755 году, а Юсуф Ходжа к тому моменту уже погиб. Непростая ситуация. И как он поступил? Но он не растерялся. Сначала поддержал сына Юсуф Ходжи, Абдуллаха, а потом примкнул к так называемым Белогорским ходжам. Это была такая влиятельная религиозно-политическая группа в Кашгарии. В частности, он поддержал Бурхан-ад-Дина. И за это получил награду. Можно и так сказать. Его назначили Хакимбеком Кашгара, то есть правителем. Он тогда собрал довольно внушительное войско из разных кыргызских племен. Упоминаются Кушчу, Тогус-Кыпчак, Мунку, Чонбагыш и даже сумел захватить Яркент. Ого! То есть он стал правителем крупного центра, опираясь на кыргызские племена. Это пик его влияния. Да, это был, пожалуй, зенит его могущества, но продлилось это недолго. Всего пару лет, кажется. До 1757-го. Почему так быстро все закончилось? Вроде бы такой успех. А вот тут снова сработала эта нестабильность, о которой мы говорили, начался конфликт. На этот раз с братом Бурхан-ад-Дина, его звали хан Ходжа. И этот хан Ходжа начал, попросту говоря, грабить кыргызские племена. Как раз те, что поддерживали Кубат-бия, Чонбагыш и Кипчак. То есть конфликт внутри коалиции. Именно. И Кубат-бия, видимо, опасаясь, что это перерастет в большую междоусобицу, что союзники начнут воевать друг с другом, он решил увести своих людей. Просто ушел из Кашгара. Показательный момент. Личные амбиции, межплеменные трения подорвали общий успех. Совершенно верно. Это классический пример того, как внутренние раздоры мешали консолидации власти. И, кстати, вскоре после ухода Кубат-бия ходжи были разбиты. Кем? Цинской империей. Китайцы тогда активно расширяли свое влияние в регионе. Понятно. Ну а что стало с Кубат-бием после ухода из Кашгара? Последний известный этап его жизни — это снова конфликт, на этот раз с каканским правителем Эрдана-бием. С тем самым Кокандом, с которым он когда-то был в союзе.
Да, вот такая ирония. Кубатбий пытался защитить город Ош от войск Арданабия, но эта попытка оказалась для него роковой. Он погиб. Да, его схватили и в 1761 году убили по приказу Эрдана-Бия. Есть даже такая деталь. В народной памяти сохранился плач его сестры Аксусар. Она оплакивала не просто брата, а умершая благость. Очень такая сильная характеристика. Да. Но все же, несмотря на такой финал, как его оценивают в истории. Ну, его считают фигурой, которая пыталась объединить кыргызские роды, причем на очень большой территории от Таласа и Чу до Кашгара и Памира, и это в очень и очень сложный период. Итак, подводя итог. Кубат-Бий — кто он? Воин, политик, да. Лидер, который на какое-то время даже стал правителем крупного города Кашгара. Пытался объединять кочевников, но действовал в эпоху, когда все было очень зыбко, союзы распадались. Абсолютно. Его жизнь — это прямо отражение всех бурных событий середины XVIII века в Центральной Азии. Распад Джунгарского ханства, подъем Коканда, экспансия Цинской империи. И вот на фоне всего этого борьба кыргызских племен и других народов тоже за свое место, за свои территории. И вот знаете, какой вопрос возникает? Насколько вообще один человек, пусть даже такой яркий, как Кубат-Бий, мог реально повлиять на ход истории? Особенно, когда вокруг такие мощные силы, и внешние империи, и внутренние раздоры. Вот об этом, наверное, стоит подумать.